Когда рождается ребенок, то есть родилась девочка, нужно просто провести, можно самостоятельно провести осмотр, если нет никаких симптомов, то есть нет никаких выпуклостей, то есть изменений цвета, то, в принципе, здесь ничего вообще не нужно делать. Да? Если вдруг есть какие-либо есть изменения, то есть выпуклости какие-то, то ни в коем случае самостоятельно надавливать, что-либо делать не нужно. Здесь уже нужно просто пригласить педиатра и осмотреть. Молочные железы начинают расти индивидуально, то есть у кого-то уже начинают в 7-8 лет уже начинают расти молочные железы, а у некоторых начинают уже с 11, с 12 лет. То есть это все индивидуально. В этот период начинается половое созревание у девочек, начинают появляться вторичные половые признаки, один из которых это рост волос. Также уже начнут расти молочные железы у девочки. Бывает так, что вот в 50% случаев бывает так, что рост молочных желез асимметрично, то есть вначале одна грудь начинает расти, потом уже другая грудь, то есть это можно, в большинстве случаев это норма, вот. Но для того, чтобы исключить какие-либо опухолевые образования, нужно обратиться к маммологу. Грудь нужна, конечно, для того, что первая ее очень важная функция – это вскармливание потомства, вскармливание ребенка. Да? Также она нужна для эстетики, для красоты женщины. Это то, что один из признаков, что отличает мужчину от женщины. Вот. Значит, при подборе лифчиков, бюстгальтеров, значит, здесь нужно особое внимание уделить тому, чтобы было именно комфортно девочке, чтобы нигде ничего не давило. Значит, часто бывает так, что от лифчика вот эти вот косточки, они начинают надавливать именно на молочные железы, то есть подбор идет вот именно вот маленькие, часто бывает так, что вот подбирают именно маленькие бюстгальтеры. Ну, бывает так, что вот считается, что вот грудь будет выглядеть больше там и так далее, да? Но при этом вот эти вот именно косточки от лифчика, они начинают надавливать именно на молочные железы, и это приводит к нехорошим результатам. Например, приводит к болям, это идет травматизация молочных желез, и часто, когда приходят к нам девочки на осмотр, именно жалуются на боли в молочных железах, и потом обнаруживается, что это просто из-за того, что идет именно сильное сдавливание именно лифчиков на молочные железы. Поэтому здесь просто нужно подбирать правильно, просто нужно, чтобы нигде ничего не давило. Если уж выбрали именно с косточками вот эти вот красивые бюстгальтеры, то хорошо, они имеют место быть, но нужно, чтобы это было вот на какой-то вечер, то есть это не на каждодневный, не каждый день, то есть носить, да? На каждый день лучше всего, конечно, без косточек, комфортные, удобные бюстгальтеры.